Нет человека, который не прошел бы такие коридоры в своей жизни. То есть, конечно, сами коридоры были совершенно разные, как и стены, но всех их объединяет понимание – школьные. Со звоном, топотом ног, гомоном и шумом. И с классами, где 45 минут учитель ведет тебя от азов к глубоким знаниям. И какой учитель? Таким и заложится желание приходить в школу. Кстати, именно учителей не берут года. Эдакое феноменальное явление. Вот и сегодня наша очередная встреча именно с таким человеком. Поговорить нам удалось только к вечеру, да и то буквально через час родительское собрание. Очень интересная встреча. Наверное, впервые за много лет я снова сижу за партой. Дарья Павловна, вы привели меня снова в школу, и даже не просто в школу, в начальную школу. Ну, а в гостях, получается, у нас в передаче сегодня Наталья Павловна Жирняк, учитель начальных классов. Здравствуйте. Школа – это вообще такое волшебное место, наверное, где забывается возраст, где забываются годы. В принципе, сама училась в этой школе несколько лет, но не в начальных классах. Поэтому воспоминаний, конечно, много. И работали. И работала. Было и такое в моей жизни. Но сегодня герой нашей передачи – это вы. И поэтому очень хотелось бы узнать вообще о вас как можно больше. Я знаю, что вы не из Якутии. Давайте расскажем зрителям о том, как вообще вот становление прошло, какой вот жизненный путь, как вас, что привело вообще сюда? Я сюда приехала по распределению мужа. И то он, оказывается, перепутал. Ему давали оленек, а там в Якутске ему подсказали, если ты любишь картошку, то лучше едь в Алекминск. Там тоже нужны. И он приехал вот сюда, потому что сказали, это вторая Украина. И очень радовался, что приехал сюда, потому что ему жутко понравилось. И мягкая зима, в кой он приехал, 88-й год, конец. Звонил мне и говорил, побольше в театры ходи, в цирк везде сходи, потому что тут ничего этого нет. Тут все время просто зима. Ну вот так и приехала. Приехала, город не видела, потому что провезли меня через Портовскую дорогу. И, конечно же, из пейзажей я только видела вот помойку в окно на даче, где мы жили. Но потом сосед провел экскурс. Ну, нас самосвали привез, значит, вот посмотреть город. И все. Но тогда это же было не основное. Основное же это была вот, ну, работа, новый край, новые люди. А люди здесь изумительные. Потому что вот судьба свела сразу с хорошими людьми, и как-то и влюблен, а пришло лето, так вообще еще и природа, и все. И на всю жизнь. Любовь на всю жизнь. Это сколько лет назад вы приехали? Ну, я приехала в январе 89-го. Это значит, уже скоро вот будет 35 лет. 35. Да, в январе. Время, за которое Алекминск стал родиной. Можно сказать. Ну, корни, если когда ты где пускаешь корни, там говорят и родина, конечно. За что болеешь, за какую землю ты болеешь. А болею я вот именно за Алекминск, да. Получается, что так, и дети, мальчишки здесь родились, средний и младший сын, поэтому им обязательно надо, чтобы мы жили здесь, потому что им нужно всегда возвращаться домой. Из уст Натальи Павловны «домой» звучит настолько по-домашнему, что уверена, именно здесь ее дом. Многим и в голову не приходит, что когда-то она приехала из большого города, где и тогда всего было чуть больше. Но прикипела. Представить ее в другой роли практически невозможно. Учитель начальных классов.
Сегодня дефицитнейшая специальность, когда с любовью и к делу, и к детям. Ну все началось. Почему начальная школа? Ну, вообще, просто только потому, что мне казалось, что это самое легкое. В школе меня всегда просили, учителя не хватало, Наташа, иди вот там на уроки побудь на математике, на литературе. И всегда говорили, иди в школу. И они такие изумительные, маленькие. Они всегда за мной толпой по школе бегали, и все меня знали. То есть, конечно, казалось, что это очень просто, легко. И в институте часто недоумевала, зачем нужны там дисциплины какие-то, которые абсолютно, казалось бы, ненужные, там история партии. Ну, были такие предметы, конечно, и не сразу понимал, что что-то потом пригодится. Вот. А школа была простая и понятна, что научить маленького хорошему. То есть есть плохое, есть хорошее, вот хорошему надо учить. С детьми, с маленькими, вот смотрите, вот приходят, это буквально чистый лист бумаги. Ну, понятно, что в садике их обучают, да. Это, знаете, наверное, даже где-то личный вопрос, потому что вот меня всегда интересовало, как можно научить ребенка вот, связывать и ни одного в классе, 20-25 детей. Как это происходит процесс, в чем вот волшебство, как вот получается с чистого листа бумаги вот, к концу года выдать уже Коллектив. не только коллектив, и понимающего ребенка, то есть который вот уже умеет читать. Ну, это просто, это как раз вот самое простое чему-то научить. Потому что именно вот в начальной школе там результат. Вот ты его видишь, и он каждый день. То есть особенно заметно в первом классе. Конечно, когда ты букву А там прошли, прописали ее, букву О, потом слова первые и так далее. Это сразу же результаты. И также они идут, результаты в 4 классе, там все мы знаем о имени существительном, все мы знаем о делении многозначного числа, все мы знаем, как связано деление. И учишь-то всех одинаково, просто суть в том, что я всегда удивляюсь тому, что учишь всех одинаково, а оценки у всех разные. Да. И вот стараешься, чтобы... Почему говорят, что стандарты, что вот к тому, что он должен знать, ты все время возвращаешься к ребенку и нацеливаешь его, чтобы этот этап он прошел, чтобы это он знал, чтобы пусть оценки будут разные, но он должен это знать. Вот за эти годы не было мысли уйти в другую? Нет, совсем нет. Когда была помоложе, мне всегда казалось, что вот надо попробовать себя где-то там. Может быть, наверное, это было интересно. А потом разговариваешь со своими знакомыми, одноклассниками, кто ведь где, кто врач, кто судья. И ведь получается, что самое лучшее – это профессия у меня. Сейчас они все об этом вот говорят и соглашаются, что я-то встречаюсь каждый день только с позитивом. То есть всегда очень хороший, обратный такой вот эмоциональный заряд ты получаешь от детей. Я, наверное, лет 15 назад задумалась и поняла, как это здорово. Зайти в класс, и сразу ты попадаешь в лучи их улыбок. Вот под таким перекрестным огнем улыбок. И еще и они же обнимаются. То есть пришли, ушли, обнялись. И это необыкновенно. И потом, понимаете, вот все и говорят, что вы и по-другому выглядите, учителя, потому что у вас дети, у вас вокруг все время дети. Еще я заметила, что я от всех своих проблем скрываюсь опять-таки с ними. Потому что ты когда все забываешь, абсолютно. Проблем нет, время остановилось. Пока ты с детьми. Это вообще замечательно. А знаете, что здесь самое главное? Детей не обманешь. Ребенок настолько чувствует исходящее добро или зло, что обмануть его возможно на 1-2 минуты. Потом бесполезно. Так же, как и искренность. Самые строгие и неподкупные судьи
дети. Пока Наталья Павловна вышла, мы решили спросить у класса, а какая она, их учитель? Тебе нравится учиться в школе? Да, мне очень нравится. Бывает еще, когда бывает настроения нет, но все равно хочу учиться. Все равно хочешь Да. учиться? А почему? Не знаю, просто так нравится. А какой у тебя учитель? Наталья Павловна Она какая? добрая, хорошая. Сколько вы с ней уже? 4 класса уже с ней. 4 класса? Да. А когда вот первый раз пришли, какая она вот вообще была? Я пришел только со 2 класса. Она была добрая, также хорошая. Она милая, я вообще только недавно приехала. Я здесь только совсем, недель 3. Потому что я приехала с Якутска. И теперь живу тут. У меня тут живет бабушка, дедушка. Вот так. Ну, вообще, мне нравится класс, потому что Наталья Павловна добрая. Она, такая милая, хорошая. Она на позитиве, как мы, да. Она так, типа, она хорошая очень. Мне она нравится. Хочется приходить в школу? Конечно. А как вот она себя ведет, когда ты не готова к уроку? Она просто говорит, почему ты забыла или... Вообще у меня такого не было. Я всегда готова к урокам. Иногда на физру бывает, а так вообще... Важно учиться? Ну, конечно. Потому что это твое будущее. Потом ты должен, вырасти, работать хорошо. Да. Детей воспитывать, если у тебя вот дети, да. Добрый, хороший. Вы сразу не нашли общий язык или как-то вот время пришлось претерпеть как-то где-то? Сразу нашли. Что вы делаете на уроках? Как вообще проходят уроки? Хорошо. Тебе нравится вообще учиться? Да. А в школу любишь ходить? Да. Не может быть, не верю. У меня тут друзья. Чем вообще вы с ней занимаетесь? Много чем. То есть мы учимся, еще у нас есть орлята. Это урок, можно сказать. Там мы играем, учимся. У нас есть 7 степей. То есть орленок сейчас на данном моменте у нас орленок эрудит. Да? А это интересно или это вот, время только тратите? Нет, очень интересно, весело. А то, что время как бы тратится, ничего не жалко? Нет. А чему вас учат орлята? То, что мы должны защищать маленьких, помогать всем. Еще мы поем песни благотворительные для ветеранов. И не только. А какая Наталья Павловна вообще? Добрая, хорошая. Еще она, то есть, в меру строгая. Буквально на секунду Наталья Павловна задумалась. Наш вопрос ее заставил, вероятно, вернуться далеко назад. Сколько выпусков у нее? 3 в Иркутске. Задумчиво перебирает она пальцы. И здесь... В общем, общими усилиями насчитали мы 14, а значит, следующий набор будет 15-м. И каждый из них от 1 класса, для каждого из них учительница первая моя. Какой-то вот выпуск запомнился вот особенно? Ну, каждый выпуск, он неповторимый. Я вот каждый выпуск провожаю, думаю, все. Больше я никого любить не буду так, как вот их. Никого и никогда. И, наверное, приходит 1 класс, и ты ощущаешь ту тоску по тому выпуску. Да? А потом ты влюбляешься. Точно так же полностью влюбляешься, и дороже этих нет. А потом ты видишь, твои выросли там в 6-7 классе, и как бы здороваются. Но вот эти-то родные уже, вот они родные. Да. А приходят уже студенты, ну, это родные навсегда, но они старшие. То есть мы вспоминаем все. Ну, а в данный момент, наверное, как у всех людей, любовь, она вот любит
тактильна, она любит, чтобы перед глазами. Поэтому, как бы ты ни любил всех, ты все равно будешь любить ближнего. Когда приходите, вот знают, что часто приходите на выпускные, то есть выпускаются уже из средней школы вашей, Горжусь. в том числе ваши дети. Да. Вам интересно увидеть, что получилось на выходе? Так я слежу, я не просто так. У меня, значит, друзья, коллеги работают в старшей школе и в разных школах. И я обязательно интересуюсь, а как прошло. Вот знаю, вот здесь у него были затруднения, допустим, там математика шла, а тут он с медалью закончил. Но меня восхищает трудолюбие. Или наоборот, вот был на пятерке, потом раз как-то, ну, так средненько, четверочки, то есть лень где-то села, где-то что-то еще же могут быть увлечения у ребенка. И то есть важно так, каким он человеком вырастет. Это очень важно. Я, конечно, слежу. За всеми слежу. Да. Я стараюсь не отпускать их. И вот для этого, наверное, создан вожатский отряд, что они не все, но те, кто хотят, они никогда не так и будут рядом идти. Вот да, кто бы сомневался, что ее неуемная натура не смогла остановиться. Волею судьбы появился отряд «Альтаир», вожатский отряд, который сегодня знают не только в районе. Сейчас очень много говорили о начальной школе. Но, да, возможно, действительно это вот дар расположить к себе маленьких детей. Но, как вы говорите, в них врожденная любовь. Да. Врожденная любовь. А как удается наладить контакт с старшими? И почему, вот кроме того, что есть нагрузка в школе, вы решились на то, чтобы заняться дополнительным Да образованием? я вообще не решилась. Оно как-то так получилось. Просто так получилось. Оно взяло и родилось в 2009 году. Попросили Алена Хачатрян. Она сказала, вот нам дали смену детскому центру в 2009 году. Наталья Павловна, я бы вас попросила туда пойти начальником. А никто не знает, но дело в том, что в Иркутске любимое место моей работы летнее – это были лагеря. И я туда всегда ездила вожатым. Где-то педагогом, но много лет. А потом ребенок, и потом мы сюда приехали, как-то не получалось. А потом мы здесь в школе сделали лагерь «Светоч», много лет, он 10 лет функционировал. А тут поехала в Росинку. Меня изумили эти березы. Сама атмосфера, берег реки. И человек 20, наверное, там были вот на той смене, в которой мы приехали. Это был, по-моему, первый сезон. Нам нужно было второй вести, или второй, а третий. И сели с мужем делать буйки, потому что теплая вода, почему бы не купаться? Дети не купаются там в лагере. Их там осталось человек 20-30. Бегал тогда мальчишка вожатый. И помню, я педагогов там найти не могла. Но как-то очень так все печально было. И вот сели и познакомились с мальчишкой. Никита Шашин, он после 1 класса был. И вот он говорит, вы чего делаете? Мы говорим, буйки делаем, чтобы купаться. А можно вот я покупаюсь при вас? Я говорю, только со мной. Вот мы покупались. Спросила, чем они занимаются. Мне все рассказал. И я была, ну, как сказать, огорчена, что вот так делать нельзя. И мы начали смену. И в смену я позвала всех своих знакомых ребят со Светоча. То есть студентов. Там Ксюша Корешкова приехала, там вот Ренатка. Ой, Господи, так было здорово, так хорошо получилось. И школьники, которые работали помощниками вожатых. И мы тогда, помню, обнялись. Нам не захотелось расставаться. И кто-то сказал, у нас родился отряд. Я говорю, да, точно. Давайте мы Альтаиром назовем, потому что у нас в институте именно вожатский отряд, он Альтаир. Вот как-то пришло, и все. А потом Алена говорит, пойдемте к нам работать. Я, нет, я не могу. Меня как раз позвали в Эврику подрабатывать. Вот, была вечерняя школа после начальной школы, вообще никак. Я не могу. Ну, хоть на час, хоть на 2. То есть вот какими-то. И Светлана Меньшикова. Ну вот, мы даем вам 3 часа. Вот вы продолжите вот то дело, которое начали. Ну и все, мы написали объявление. Значит, те школьники, первые, которые там работали, привели своих друзей. Помню, со 2 школы очень много ребят было, с Эврики и с 1 школы. Ну и все, как бы Альтаир.
И начали с ними встречаться, учиться вожатскому мастерству. А потом Алена Хачатуряновна: ой, какие они мобильные. Надо попросить, чтобы они там выступили. Да праздник был. Помним, нам даже футболки дали первые. И вот первое выступление было, понравилось. И вот потом Света Жданова с гитарой. Ну, как-то все это вместе скомпоновалось и пошло. И вот почти 15 лет. Одни уходят, я каждый год думаю, надо бросать. Вот эти выпустятся, и все, наверное, крест поставлю и поеду в отпуск. И получается, что не могу. Вот эти маленькие пришли, надо их дорастить. Теперь мои пришли. Эвредика, там, Орлова, командир. И это бесконечные, видимо. А эти, которые у меня сейчас в 4 классе, они уже ездят в лагере, уже говорят, что мы будем вожатым. Ну, вообще, я так думаю, вперед ногами, наверное, с Альтаира вынесут, да. Звезда Альтаир находится в созвездии Орла, одного из красивейших созвездий на небосклоне. Наш вожатский отряд напоминает это созвездие. Ведь каждый вожатый как звездочка, яркий, неповторимый, излучающий волшебный свет тепла и доброты. И все эти звездочки сплетены ниточками дружбы, взаимопонимания, уважения, доверия и поддержки в одном большом вожатском созвездии. Необходимость создания вожатского отряда возникла сама собой в 2009 году, после удачной смены в лагере «Росинка», реализованной старшеклассниками и студентами. Там, 5 лет назад, они назвали себя «Альтаир». Первыми вожатыми альтаировцами были Саид Караханов, Ксюша Корешкова, Ваня Пшеничников, Володя Габышев, Ренат Сатаров. А уже осенью в детском центре открылась вожатская академия для старшеклассников города, цель которой – подготовка вожатых для работы в летнем лагере «Росинка». Потому что Росинка – это особый мир, это целая планета со своей историей, своими законами и традициями, своими жителями, большими и маленькими, искренними, яркими, талантливыми, веселыми людьми. Ну, вот и пожалуйста. Казалось бы, только начали говорить, а время уже беспощадно подгоняет нас завершать. А ведь столько не рассказано. И выбрать, что рассказать сейчас, так сложно. Вообще, сколько времени удавалось оставить на семью вообще-то? Ну, семья святое. Я, собственно говоря, всегда успеваю. То есть постряпать. Любимое занятие. То есть война может быть войной, но в воскресенье я им всегда стряпала. Рано утром вставала, чтобы запахи их поднимали. Это было обязательно. Привычка до сих пор сохранилась. По воскресеньям я в любом случае стряпаю. Даже если получается там, что кормить сильно некого, все равно делаю. Ну, когда ребятишки заскакивают другие, ну, в общем, всегда. То есть привычка вот такая вот осталась. Потом задумалась, когда мы их воспитывали, получается, что мы же просто живем, а они рядом вот воспитываются. Учителя времени вот как-то особо воспитывать, конечно, нет. Нет в призвании учитель чего-то главного. Скажем, такого, чтобы можно было поставить во главе угла. Каждый навык, каждое умение, и человеческое, и профессиональное здесь неразделимы. Если только просто любовь к детям, да Богом данный дар не годами измерять возраст, оставаясь такой же задорной, смешливой, порой смешной, душой ровесницей своим ребятам, а умом мудрой, сердцем богатой. Что самое вообще в профессии учителя? Что самое такое вот хорошее для вас? Наверное, возможность идти каждый день к детям, наверное, так, что это не кончается. Для тебя нет, наверное, ограничений в возрасте, в каких-то нестандартах, да. Везде же там пугает в больших городах там дресс-коды, возрасты, то, другое, третье. Здесь, наверное, нет, иди, если ты хочешь дарить знания кому-то, опыт. Иди, встречайся и, наверное, вот эта вот бесконечность. Ну, конечно, нет уже такого вот, что ты вот один, и ты там великий или какой-то. Нет таких лучших. Всех незаменимых обязательно заменят. Всех непревзойденных превзойдут дальше. Но каждый
Каждый несет свою изюминку. Некоторые могут там обижаться, говорить, вот к нам строго, стружку снимают. Так и потом говорят, а хорошо, что она стружку снимала. Ведь она предвидела, что мне это нужно будет. То есть учитель... У меня сын младший говорит, что я всегда мечтаю, как я пойду к студентам. И у меня все, говорит, все мое руководство, они, говорит, преподают в вузах. Ну, сколько-то часов имеют. Потому что надо передавать опыт. Поэтому умный человек, он всегда знает, что надо пойти к детям и передать. Или к студентам. Самая благодарная профессия, мне кажется. Кто-то же сказал, что учитель – профессия дальнего действия. Главное на земле, по-моему, это Евтушенко, по-моему, сказал. Или Рождественский. Вот, не помню, кто.